Всем привет, друзья! Продолжаем Сома. Все, садитесь, мы отправимся. В общем, в предыдущей серии наш Саймон переместился в разум нового, можно так сказать, человека. А мы уже узнали, что происходит после смерти. Это вообще возможно? Если есть какая-то загробная жизнь, как вы думаете, мое место уже занято? Настоящий я умер 100 лет назад. Есть для меня еще место. А что насчет Саймона, которого я убил на Омикроне? Как думаете, Кэтрин? Есть где-то рай с избыточными копиями одних и тех же людей? Есть там кто-нибудь, кто назовет меня самозванцем? Так вот, мне ведь просто повезло, да? Что я очнулся в правильном теле. Считай, судьбой в Орлянку сыграл, не угадал бы, гнил бы сейчас на Омикроне. Ведь заранее не узнаешь, так? Вы же не гарантировали, что Саймон начнется именно в том теле, да? Да и как бы вы узнали, он бы вполне мог считать себя правильным Саймоном. Боже, ужасно, это же полный бред. А вы бы и поверили, да? Ну а как бы вы поняли, что это не я, не настоящий я, не тот, которым всегда был? Ну скажите что-нибудь. Мне и думать не хочется. Пожалуйста. Я не знаю, что сказать. Я не хочу вас расстраивать. Хоть что-нибудь. Я в детстве часто лазила по ступенькам до самого верха здания. До сих пор помню, как надо было рукой упираться, чтобы открыть тяжелую стальную дверь. Когда я впервые осмелилась туда зайти, я вышла на крышу и смотрела, как над Тайбэем поднимается и оседает смог. Я встала на угловой уступ, и там, знаете, был такой теплый ветер, шевелил мне волосы, солнце садилось на улице, наползала тень от высоких зданий. Толпа внизу струилась, как краска из-под кисти художника. Пахло вкусной едой сладков торговцев. Я на какое-то время почувствовала небывалое единение со всем миром. Никогда еще я не испытывала такого сильного чувства. Потом это чувство ослабло, но я еще много раз поднималась на крышу. Я не религиозна, но понимаю, зачем людям религия. Осознание своего существования вдохновляет невероятно сильно, пусть и не всегда. И вы по-прежнему чувствуете тот восторг. Даже сейчас. Сейчас все иначе, но мы еще живы. А какой смысл продолжать? Ведь все пропало. Все оставшиеся люди — цифровые копии в компьютерах на дне океана. Мы никогда не сможем отстроить свой мир заново. Вас правда так печалит нынешний облик, или вы горюете о человеке, который пошел на сканирование 100 лет назад? И то, наверное. Там, в Торонто, даже в худшем случае я мог предсказать, что будет плюс. Никто не лишал меня прошлого. А тут как с корнем вырвали. Я ничего здесь не узнаю. Нет никаких воспоминаний, даже если мы дойдем до ковчега. Что от этого изменится? Я так и останусь один. Ни друзей, ни семьи. Вы можете завести новых друзей. Всем интересно будет узнать путешественника во времени. А если нет, у вас есть... Что есть? Кэтрин? Кэй? Что случилось? Я не могу ее взять. Так вот, в общем, мы переместились в нового Саймона. Того Саймона мы, к сожалению, выбрали такой для него, так сказать, легкий вариант и усыпили его. Если честно, мне было очень жалко его в тот момент. И я не очень доверяю Кэтрин, потому что мне это все не очень так нравится, потому что не твой разум перемещается, а лишь твоя копия. Что это приведет в конце, можно только гадать. Так, что тут опять у нас?
Это немного, конечно, но почему мы остановились? Электричество на секунду отключилось. Наверное, это наружное давление. Оно очень сильное, костюм прямо на пределе. Не волнуйтесь, он должен выдержать. Успокоили. Он выдержит. А когда у вас питания нет, время останавливается, время, скажем так, становится неактуально. А в чем разница? Я не чувствую, будто меня что-то замедляет, и размышлять о пропущенном времени тоже не могу. Времени просто нет. Как будто спишь, но не видишь снов. Да, но обычно ты знаешь, где уснешь, и просыпаешься, как правило, там же. Есть определенная непрерывность восприятия. А то, что у меня это скорее какой-то момент, бесконечно стремящийся к завершению. По описанию, как кино на живую монтируют. Видимо, да, звучит, наверное, интересно, но на самом деле это очень утомляет. Тяжело. Могло быть и хуже. Я могла стать путешественником во времени, застрявшим. Куда уж хуже. Не знаю, что нас приведет дальше. Ты смог. Ты смог. Я все приготовлю. Что за Росс? Кто это? В предыдущей серии он тоже нам что-то подсказывал и говорил: уничтожь Ниу. Приближается. Отлично, вы вернулись. Что случилось? Что-то упало на клетку, вы сознание потеряли. Оно со мной говорило. Похоже было на человека, порождение Ниу. Посмотрела на вас, а потом бросилась в бездну. Оно сказала: приготовлю. Что-то мне это не нравится. Очень странное существо. Я думала, оно вас убьет. Полностью согласен. Кажется, скоро уже дно океана. Отлично, а то подъемник уже на пределе прочности. Так, это сектор Омега, примерно полгектара глубокого дна, занятых Патовсом 2. Я думаю, до Тау нам еще надо будет дойти пешком. Вы здесь раньше были? Была, но в другом виде. А здесь была другая вы. Так мы по вашим следам идем, Кэт. Только ног теперь нет. А ведь вы вполне еще можете быть где-то тут. Не напоминайте, даже думать жутко. Ну все, пойдем теперь на Тау и найдем ковчег. Так. Ну-с, вперед. Навстречу приключениям. Таким не очень, конечно, увлекательным, я бы сказала. И не очень таким безопасным приключением. А хотя, когда приключения еще были безопасными? Да ведь? Начало у нас, конечно, было не очень, но я надеюсь, вы меня простите за это. Так. 2103-0803. Подпись Джулия Даль, Ричард Холод. Сбор образцов, медосмотры. Все сделано. Эвакуация станции Тау не выполнена. Доставка ковчега на станцию Фи. Алан Болдек удалено. Что бы это значило? Ладно, пойдемте дальше. Так, а что здесь? А здесь ничего такого интересного. Вау. Так. И здесь тоже ничего? Да ладно, мы что, просто так зря пришли сюда? А что вот это за рычаг? Все, это свет. А здесь что? Так, я что-то вижу, но очень смутно. Так, это карта, походу. Фи, Тау.
Так, а здесь что? Ничего. А! Кто это? Боже, ты это видел? Держись ближе к лампам, они не доплывут. Мне проигрывать нельзя. Глассер, я должен добраться до Микрона. От этого наше будущее зависит. Успокойся. Пойдем дальше. Если умру, скажи Джулии Даль, что Нио вышла из-под контроля. Ей надо будет прийти к Сарангу. Он знает, что делать. Роз, ты сам ему скажешь, надо только чуть ускориться, хорошо? Глаз, мы потеряли путь, надо вернуться. Я знаю, куда нам. Пошли. Это здесь. Свет здесь. Последний рывок, Роз. Уже скоро осталось. Берегись. Это Роз? Это Роз или кто это? Который к нам приходил в виде призрака. Так, что здесь? О. Ничего не видно. Звуки, как будто бы гроза, хотя мы под водой. О, Господи, это кто? О, нет. Нас везде поджидает опасность. И уж я думала, что здесь никого не будет. Что происходит? Мне надо прятаться? Или не надо прятаться? Так, вроде бы сюда надо идти. Что тут? Так. Ой. Ой, мы сломали что-то. Так, опись. Светящаяся искусственная приманка Анема, 120 штук. Это просто какой-то список. Наблюдение. О. Приманка, сушеный кальмар. Плащеносная акула 150 сантиметров. Одна из редких акул приблизилась к светящейся приманке, обошла приманку кругом и съела сушеного кальмара. Вряд ли она часто плавает на такой глубине. Это аномалия. Приманка синий марлин. Так. Гигантский кальмар. 1200 сантиметров. Мантия размером с человека. Примерная длина всей особи 10-12 метров. Разорвал марлина на части стремительной атакой. Быстро уплыл, как только мы включили свет. Очевидно, что перед нами еще одна особь, на которую сказал влияние утекший структурный гель. Частично покрыт чешуей. Через мантию пробивается новосформированная костная структура. О, Господи. А вот и про то, что я и говорила в предыдущих моих сериях. Это рыба с лампочкой. Приманка КЖП. Так, цель неизвестна. 40 сантиметров. Существа, обезображенные гелем, крайне агрессивные и нападают на всех вокруг. Конечно же, он будет, наверное, нападать на нас. По-прежнему трудно определить, как Нио повлияло на их поведение, если не считать заметной агрессии и тяги к свету. Кажется, эти существа охотятся за чем-то, что отсутствует в этой экосистеме. Ой, дальше там что было? Статистика. Горбатый кит.
Кальмар. Удильщик. А вот, удильщик. А его нету. Удильщика нету. Так, свет привлекает удильщика. О, Господи, ничего не видно. Наш фонарик не помогает. Ну, нам дали понять, такой небольшой спойлер, что здесь будет, походу, удильщик где-то нас поджидать, чтобы сделать нам кусь. Ой, что такое? Опять помехи какие-то. Воу. Что такое? Вау! Что такое? Что такое? Тихо. Что такое? Что это? Это нам не надо? Вау, что за рыбы? Рыбы-гопники какие-то. Это надо взять? Нет? Так, вот лампа превратилась в красную. Там было описание, что если она становится красной, то это опасность. Вот она красная. Надо быть начеку. Так. Вот. Это вот эти... Опа, смотрите-ка, они исчезли. Они просто тупо исчезли и все. Они просто не ожидали, наверное, что я спрячусь. Так, бежим, потому что здесь уже, походу, нигде не спрятаться. Нам просто надо сейчас бежать. Бежим, не знаю куда. О, боже, нет. Пожалуйста, только не кусайте за попу. Так, все. Недостаточно энергии. Так. Тау, вы меня слышите? Есть там кто-нибудь? Говорит Тау, кто это? Говорит Йен Педерсон, Стеты. Со мной команда, мы где-то в полукилометре от Тау. Стойте, как вы на подъемнике? Слушайте, нас очень нелегко пришлось с этим сектором. Из-за сильной турбулентности трудно идти вперед, и рыбы у вас абсолютно дикие. Шторм приходит и уходит. Судя по приборам, погода сейчас относительно тихая. Выдвигайтесь как можно скорее. Держитесь рядом с лампами, тогда рыбы вас не тронут. Ну все, вы слышали, выдвигаемся. Тау, не запирайте двери, мы идем. И походу они не дошли. Здесь что? Ничего. Так, ладно. Может, нам надо сюда? А, вот, точно.
Ой, блин, Саймон, можешь встать как-нибудь? Так, он нам, походу, показывает путь, да? Так, только не убегай от меня далеко. Не выключай свет. А. Потрясающие звуки. Что такое? Куда идти? Куда? Я ничего не вижу. Что такое? Куда? Куда мне пойти, Рос? Блин, мы ранены, что ли? У кого арахнофобия? Не у меня. Я паучков люблю. В принципе. Но если их слишком много, это становится противно. Там была жизнь? Аптечка? А, нет, это просто вы так похожи. Свет. А ты это хорошо придумала, я сначала не понял. Может, мне надо выключить, чтобы он ко мне не шел? Ты чё ко мне идешь-то? Отвали, рыбина. Я не хочу с тобой дружить. Рос, Рос, куда мне идти? О, боже мой, это самая бесячая локация. Ничего не понятно, и сейчас я убегаю от какой-то рыбы, которая не отстает от меня. Еще я ранен. Это вообще плюс в копилку везения. Ну, вроде как лампы не краснеют. Они синие. Точнее, нейтральные. Ой, хоть бы не умереть, потому что мы вообще, нам очень плохо. Дайте сохранение, пожалуйста. О, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Быстрее.
Быстрее. Ух. Так, дверь закрой. Ладно. Сама закроется. Так, нам нужна аптечка. Так, без сюрпризов, пожалуйста. Как же приятно быть внутри. Теперь давай найдем ковчег. Здрасте. Добро пожаловать на Тау, на то, что осталось. С вами все в порядке? Что тут случилось? У нас давно закончилась настоящая еда, люди заболевают. На связи никто не выходил на месяцами. Ну да, они ведь думают, что вы мертвы, на Омикроне говорят, что эвакуация не удалась. Боже. Слушай, сынок, у нас тут важное задание, ты должен помочь нам с космической пушкой Омега. Когда все закончится, мы сможем вернуться на плато, но сейчас надо идти. Конечно, отправляйтесь на место. Мы отключили переднюю секцию, чтобы сохранить энергию. Ладно, до скорой встречи. Здрасте. Здрасте. Так. Сигнал потерян, работает. Так. Джей Росс. Экипаж 4. Слеживание. Так. Ничего не понятно, ладно. Кто-то отсюда выбрался, походу. И это не очень есть хорошо. Походу опять кто-то тут ходит. Осторожно, шлюз набирает давление. Не открывайте дверь. Какой шлюз? Так, мы здесь, походу. А это что? Living area. Кто там ходит кого-то? О, боже мой. Что это? Самое медленное открывание двери. Ой, боже мой, давай быстрее.
Отвали! Ай! Сволочь. Ай, блин, напугал. Опять бежит, что ли? Ты можешь сесть? Ставить меня в покое. Ой, блин! Саймон! Да, нажми! Что за бред? Фу, он там идет, урод. А, это окно. Все, куда оторвались. Надо его остановить. Кого его? Инфирмари, Бэфрум. Твою мать, что мы наделали? Постарайся об этом не думать. Всю свою жизнь я был хорошим человеком. Мы все запороли, Сара. Ну-ну. Надо было лететь. Рискнуть. Время еще есть. Ивашкин говорит, что можно снова попробовать, пока все уляжется. Это нужно сделать, понимаете? Просто нужно. Кто-то лежит. Мальчик. Ты Ивашкин? Сей. Чего? Мальчик мой. Боже мой. О. Разве нельзя ему помочь? Нет, успокоительные закончились. Будь у нас пистолет, пора было бы его доставить. Не ожидала, что так все закончится. Надо было сесть на подъемник до Омикрона. Без ковчега? Забудьте вы о ковчеге. Нет, не надо так говорить. Это единственное, что осталось ценного, вы же знаете. Да, да. Обещайте, что не бросите его. Когда-нибудь мы все умрем, и что тогда? Ну, лучше хранить его до тех пор. Нельзя же, чтобы Нива его забрала и поглотила целиком. Вы простите, Кэтрин. Все нормально, Йен. Забудьте, отпустите.
Да, игра держит в напряжении. Когда тут какой-то челик ходит непонятный. Здесь ничего нет. О, боже мой, что с вами? Это что такое? Что за мокрица лежит какая-то на кровати? Джон Росс. Комната закрыта. Оно не остановится. Кто оно-то? Мы тут, кстати, не посмотрели. Идемте, Саймон. Так, сейчас. Пора уходить. Она поглотит все. Там закрыто. Тут открыто. Отсюда мы пришли, кажется, да? Или нет? А откуда мы пришли? Мы пришли отсюда? А, нет. Так. Эпсилон выключен. Лямбда, дельта, микрон, фи, мега. Невозможно выполнить подключение. Что я открыла? Лазарет без персонала. Тоннели доступа Фитау нестабильно. Ух. Так. Что-то мы открыли. А непонятно что. Давайте сначала вниз спустимся, наверное. Так, ладно, там дела плохи. Вы не такой. А вы кто? Хороший костюм. У меня такой же был. Вы человек? Сара Линдоу. Техник по полезной нагрузке к вашим услугам. Редкое зрелище, да? Пожалуй, что вы первый живой человек за все время. Внизу нас мало осталось. Большинство наверху, на плато. В смысле, на Омикроне? На Омикроне живых нет. Вы там были? Я везде был. Тест на Эпсилоне, развалины Лямбды, заброшенная Дельта, Тета. Вы были на Тете? От Патоса 2 мало что осталось. Из живых вам попалась только я? Я что, последний живой человек на Земле? Простите. Так кто вы? Саймон Джаред. Работаете? Нигде. Я работал в книжном магазине в Торонто. Долго объяснять. Тогда какого черта вы тут делаете? Я пытаюсь найти ковчег. Зачем это вам? И как вы про него узнали? Я слышал, это последняя надежда человечества. Еще как последняя. Так зачем он вам нужен? Отнести к пушке на Фи и запустить его в космос. Да, план такой и был. Я охраняю ковчег с тех пор, как мы его вернули на Тау. Так и не смогла его бросить. Честно говоря, у меня нет сил спорить. И уж точно нет времени ждать, когда сюда придет еще кто-нибудь с разумом. Забирайте.
Он ваш. Thank you. Спасибо. Я могу вам чем-то Get you помочь, anything? что-нибудь Do сделать? anything for you? Вы можете меня убить? Good one. Ну, вы даете. Если бы я знала, что вы придете, я бы тут прибралась. Да вы шутите, что ли? Поверить не могу, я последняя с ума сойти. Хорошо, что вы зашли. Наконец-то все закончилось. Здесь какая-то штука ходит. Интерком, диспетчер. Ну ради бога, мне тут скрывать нечего. Зал. Лазарет, кабинет Клэра, дверные замки. Что это? Ой. Обнаружены испорченные данные. Восстановить файлы. Еда в ЧС. Автор Надин Мастерс. Подробное описание всех базовых химикатов и смесей на Патосе-2, которые могут использоваться как пища в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Последний доступ Сара Линдл. Внутривенное питание. Автор Ричард Холланд. Руководство по кормлению потерявших сознание или находящихся в коме коллег путем внутривенного влияния. Изменения, внесение изменений, методы изыскания дополнительного пространства для грузов в головной части после сооружения корпуса, снаряда и вывоза его со станции Дельта. Последний доступ Кэтрин Чун. Ой. Вы серьезно насчет убить? Нет, лучше тут останусь, буду ждать, пока сама не засохну. Саймон, дерьмо такая жизнь. Я так жить не хочу. Прости. Вы можете побыть со мной? Конечно. Уже недолго осталось. Побудьте со мной, пожалуйста. Что за безумная штука была жизнь? Но зато 30 мне не исполнится. Ура! Жаль, что умираю не дома с друзьями. А вы были в Гренландии? Там очень красиво. Но если из города выехать. В Наноке народу много, там миллионов 12 живут, но место отличное. Точнее, было отличное, пока комета не упала. Знаете что? Пусть лучше так. Мне нравится Патос. Мои коллеги, Йен, Ник, Джаспер, даже Кэтрин. Вы все считали ее странной из-за нелюдимости, но она молодец. Саймон, вы еще тут? Я тут, Сара. Не дайте им умереть, хорошо? Отправьте их туда, к звездам. Черный ящик не активен. Небось узнала, как его отключать. До свидания.
I can climb a Я с ladder while ковчегом по carrying a bag лестнице like не this. залезу. Ой, да что ты такое говоришь? А как тогда куда? Куда сюда? Йохан Роуз. Сегодня я надеялся уже быть на Омикроне. Приказ об эвакуации, пришедшей с Теты, был как нельзя кстати. Я уже давно искал повод уйти с Альфы и бросить Нио, но как только шторм прекратился, на нас напали монстры, измененные Нио. Мы попали в засаду и вынуждены были вернуться в Тау. Выжили только Глассер, Циолковский, Кутси и я, а Клэр в лазарете прогноз неутешительный. Кути сходила в разведку посмотреть, есть ли на наблюдательном посту хоть что-то съестное. Выходить наружу практически самоубийство. Все равно, что в ураган за сигаретами выйти. Она вернулась, принесла с собой горстку крошек. Мы все знали, что там пусто. Думаю, ей просто нужна была возможность умереть, но так, чтобы не пришлось накладывать на себя руки. Пришли люди с Плата, группа инженеров с Теты. Они сказали нам, что хотят запустить из космической пушки Омега какой-то ковчег, искусственный мир, в котором будут образы разумов людей с Патоса-2. Идея странная, но интересная. Мы все согласились пройти сканирование, чтобы принять участие в этой загробной жизни. Часть инженеров вернулась с Фи. Похоже, что запуск ковчега откладывается. Они все были в очень дурном настроении. Получить от них прямые ответы было непросто. Удалось узнать только самое главное. Все они хотели остаться на Тау, чтобы закончить работу над ковчегом. Но подъемник был уже назначен на следующий день. Кому-то нужно было поймать подъемник, чтобы оповестить Омикрон о произошедшем. Мы с Глассером вызвались сделать это. Наконец-то я смогу рассказать Даль и Сарангу о критической ситуации на станции Альфа. Равновесие. Шаблон прекратил развиваться. Ниу смогло найти равновесие. Я убедил инженера Волчек отключить все внешние системы контроля, сделав Ниу нашим фактическим сторожем. Пока что она превосходит все ожидания. Столкновение. С тех пор, как несколько дней назад, 12 января, упала комета, Нио перешло в режим низкого энергопотребления. Оно не прекратило свою работу. Оно следит за климатом и жизнеобеспечением, но упрощает шаблон, изменяет его протокол. Рост. Ниу начало разрастаться. Теперь это не только центральная камера по всему Патосу-2. Структурный гель прорывается через трубы и течет из стен. Я не знаю, зачем это нужно Ниу, но полагаю, что это делается намеренно. Террариум. Сердце Нио заняло такую большую часть центральной камеры, что больше нет никаких сомнений, устройство реагирует на последние события. Его увеличение указывает не только на необычно развитое восприятие пространства, но и на восприятие себя в окружающем мире. Завершение. Нио распространяется по всем машинам, по всем формам жизни, чтобы манипулировать ими, управлять. Оно пытается помочь спасти своих создателей, как того требует протокол. Но до чего оно дойдет? А вот до чего оно дошло. До непонятной фигни. А это я не могу смотреть из-за ковчега этого. Not while carrying the ark. Ау. Опа. Так, все понятно. Что такое? Неисправность механизма заполнения.
Последовательность остановлена. Невозможно выровнять давление. Почему? Что надо делать? Тогда. Так, а теперь... вот. Главное не помереть. Так, что там дальше? Вот, надо нагнуться, походу. Эй, ты что так быстро убегаешь? Быстро уплывает. Воу. Чего? Куда-то уплыла в неизвестность. Так, а как мне туда? Мы уже близко, быстрее. Вот. О, боже мой. Ладно, побежали. Мне не нравится это все. Здесь все и пошло наперекосяк, Саймон. Станция Альфа. А это? А что здесь? Куда ковчег улетел? Что такое? Как будто кто-то говорит. Ой.
Да. Уже скоро. Скажи, что тебе надо, чтобы ты остановил Нил. Что? Как? Порабощенный протеин, что плещется вокруг тебя, это там петля, в которой повесится Нил. О чем ты говоришь? Как только я пришел на Омикрон, я пытался сказать им, сделайте токсин, от которого Нил будет засыхать. Но они не поняли. Они поместили его в ящик, это было так раздражающе, надо было отнести его на Альфу, к источнику всех наших бед. А потом девушка, она догадалась. Она хотела обо всем позаботиться, но Нио вскрикнула. Они все умерли, но ты забрал гель из ящика и превратился в ядовитую змею. Ты так говоришь, что токсин... Ты змея, Саймон. Рази его в самое сердце. Это еще что? Сердце контролирует весь структурный гель на Патосе-2. Тебе надо лишь отравить отпечаток, и сердце само того не желая распространит яд по Патосу-2. Убьет его. Накорми его, Саймон. Запусти свою руку в сердце. Не будем говорить, на что это похоже. Да, работает. О, она мою руку съела. Пожалуйста, я же сделал, что ты хотел. Ты молодец, Саймон. Но тебе нельзя уходить. Единственный способ гарантировать смерть Нио — уничтожить единственного, кто не восприимчив к новому шаблону. Не волнуйся, все будет быстро. Боже. Он что, был настоящим? Я думал, он был призраком каким-то. О, боже мой. Бежим, Саймон. Бежим, Саймон, не отставай. Давай. Там какая-то штукенция бежит, непонятная. Давай. Не надо обращать внимание. Нагнись. Молодец. Так, новый враг. Бежим. Там была эта блямба. Ну ладно. Бежим. Быстрее. Главное, чтобы нас не задели, не съели. Боже мой. Давай. Что такое? О, боже мой. Только не говорите, что мы умрем.
Не хочу умирать. Не сегодня. Дай мне дойти до станции, ты, червь. Куда идти-то? Так, мы, походу, заблудились. Давай, Саймон, быстрее, быстрее! Нет, Саймон, ты что делаешь, блин? Господи. Я надеюсь, мы пришли не туда же. Я надеюсь, мы пришли не туда же. Это будет смешно. Это же станция Фин. Надеюсь, что ковчег уцелел. Надейся и жди. Нам бы аптечку. Боже мой, что у вас с рукой? Сложно объяснять. Вы мне только одно скажите. Ковчеги у меня будет? Будут? Да, конечно. А вы как, в норме? Вы сможете работать? Да. Давайте уже заканчивать. Вы нашли ковчег? Нашел, но по дороге потерялся, когда ехал на вагонетке на Фи, так что он должен быть где-то рядом. Отлично, идем к нему. Хорошо, Фи работает. Нам что, надо сюда? Снаряд ускоряется электромагнитами в трубе. Космическая пушка Омега. Снаряд набирает скорость достаточную, чтобы преодолеть земную гравитацию. При выходе в космос спутник сбрасывает с себя оболочку снаряда. Маневровые реактивные двигатели выводят спутник на орбиту. И раскрывается. И все. Понятно. Вы узнали, что случилось с командой Ковчега? Не совсем. Она почему-то не закончила запуск, и Ковчег забрали на Тау. Надеюсь, с космической пушкой все хорошо? Да, я ее починить вряд ли сумею. Так, а тебя надо забирать? Нет? Ну ладно, пойдемте проверим, что там у нас. Понятно. Прям самый долгий. Неужели прошел всего день? Я не знаю, для меня наш с вами поход просто мешанина событий. Ну а сколько сейчас времени? Какое число? 11 мая 2104 года, 3:30 утра. Но я не помню, когда мы начинали. Так, оттуда я пришла. Давайте посмотрим, что здесь. Знаете, я сегодня проснулся в своей постели, а ведь это было 100 лет назад. И звучит как загадка. Так и есть. Я проснулся сегодня в своей постели 100 лет назад. Кто я? Кто я?
хоть полегчало немножко. Сухпайки уже на Тау. Если хотите есть, двигайте туда, Циолковский. А сзади что? Ничего. It's crazy to think where С I ума am. сойти, где я оказался. Not only Мало is this того, the что в future, будущем, так it's in the еще и middle of the sea. посредине I know океана. nothing of this Я time ничего or не what the знаю об world этом looks времени, like. о том, как выглядит мир. Ну вы немного потеряли, до комменты-то все нормально было. Yeah. Да, вы Better not уже oversell it. не перехваливайте, а то Might вдруг change в my mind ковчег about идти the ark. передумаю. Вы правда мне не скажете, что у вас с рукой? I had to make a quick stop at Мне Site пришлось Alpha to help остановиться kill на the станцию Альфа и помочь убить Нио. Что? Как? Зачем? Чтобы он больше не мучил память человечества. Ладно, давайте продолжим уже. What will you do when you А get что into вы the ark? сделаете, когда What's the попадете first в thing? ковчег? Ну, первым делом. Проверю безопасность ковчега, стабилизируйте What's траекторию. the first human Нет, thing что вы you're gonna будете do? делать как человек? На облака смотреть. Это считается? I'd say so. Думаю, да. Оу. Что-то с ним не очень, да? Или что это? Я думала, это ковчег. Это ракета какая-то. Так. Так, ладно. Она не работает тут. Вон еще что-то же. Что-то взяли с собой, непонятно что. Вы предлагаете оставить его здесь? Но ведь тогда вся затея теряет смысл. Вечность среди звезд, помните? Люди в ковчеге не заметят разницы. Мы можем просто оставить его тут, и тогда не придется рисковать, запуская ковчег через сломанный 5-километровый ствол и 100 километров пыльной атмосферы. А оболочка выдержит давление? Шансы не очень большие. Кэтрин, скажите что-нибудь. Мне все равно, что вы думаете, я запускаю. Ну вот зачем вы так? Давайте подождем, пока я подумаем. Всегда успеем запустить. Нет, мы так не договаривались. Ковчег сделан, чтобы их спасти, чтобы запустить его. Там есть надежда, а здесь только чертов террариум, в котором мы все и подохнем. Бросьте, Кэтрин. Разве я многого прошу? Давайте просто подумаем, прежде чем рисковать единственной надеждой человечества на спасение. Нет, запускаем сегодня. Это мой проект, мой ковчег. Уже не только ваш. Вы не понимаете, это не вам решать. Мы говорим о судьбе человечества. Отойдите от ковчега, я его забираю. Ну уж нет. Я не дам вам все испортить. Хватит. Успокойтесь, люди. Отойдите от меня. Вашу мать, вы что сделали? Это несчастный случай. Кэтрин, поговорите со мной. Кэтрин. Кажется, я нашел камеру сборки. Что вы видите? Там большая открытая гильза, готовая к загрузке. Отлично, все готово для ковчега? Да, сейчас заберу. Что? Это Кэтрин? Мы выбрались. Так вот. Сначала нам надо было сделать это, походу. Вот он, мы нашли ковчег. Отлично, Саймон. Отнесите его в камеру сборки и вставьте. Ага, хорошо. Ой, а он не может одновременно брать, да? Так, ладно. Мы еще сюда вернемся.
теперь надо за батарейкой. Так, все. Отсек закрывается. Is that it? Снаряд зафиксирован. Это все? Я не очень знакома с разного рода орудиями. А вот, все, системы Lock and готовы. load. Начинаем. Вернитесь, и мы пойдем к орудию. Now what? И что теперь? Теперь надо вставить снаряд в пушку, а потом бабах. Aren't you forgetting Вы ничего something? не забыли? Как мы с вами попадем на ковчег? Разве не нужно нас просканировать? О, не беспокойтесь, космическая пушка Омега управляется не голыми You руками. mean Выходит, it's a тут pilot место seat? пилота, Like back at как на Omicron? Омикроне? Да, и мы можем с его помощью переместить вас на ковчег, управляя пушкой, сразу двух зайцев. Возьмите у меня инструмент и подключите его рядом с сиденьем, а я дам вам указания. Так, оттуда мы пришли, сюда нам надо, походу. Так, надеюсь, все будет хорошо. Конечно, это очень маловероятно. Мы сделали. Скоро это все закончится. Ох, к такому не привыкнуть. Так вам уж и не надо будет, когда все закончится. Точно, садитесь. Вам удобно? Конечно, я весь в предвкушении. Так, сейчас я включу сиденье, вы будете управлять машинами и загрузите снаряд в орудие. Как этой штукой управлять? Не знаю, я никогда не пробовала. Но все знают, что это просто, так что проблемы быть не должно. Вау. Увлекательно. Начинаем? Хорошо, я готова, жду вас. Нажмите кнопку, и мы отправляемся. Но нам надо перенести наш разум. Еще надо, чтобы он обязательно запустился, так что я вывела все на одну кнопку. Нажимайте ее, и мы полетим. Ну все. Инициализация сканирования. Начинаем. Назад пути нет. Спасибо, Саймон. Да не стоит. Вы совершили невероятное. Знаете, что я вам очень признательна. Осталось 20 секунд. Чего так долго грузится? Уже скоро, ждите. Я думала, в будущем грузиться будет быстрее. Вот это прикольная шутка. 10 секунд. 9, 8, 7, 6. Да вы шутите, что ли? 4, 3. Давай, грузись. Да, зашибись, получилось. Ха-ха, ура.
Я еще тут? Я еще тут. Кэтрин? Кэтрин? Я здесь. Что случилось-то? Что не так пошло? Все нормально. Они там, среди звезд. А мы тут. Нет. Мы же садились на ковчег, я это видел. Он закончил загружаться прямо перед запуском. Да, я видела. Так почему мы здесь тогда? Саймон, я вам 100 раз уже говорила, как это работает, а вы не слушаете. Вы знаете, почему мы здесь? Нас не перенесли на ковчег, а скопировали. Игра судьбой проиграна, вам и мной, как и Саймоном на Омикроне, как и тем, кто умер в Торонто 100 лет назад. Нет, 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 что вы несете? Мы такой путь проделали, мы запустили ковчег. Понимаю, мало радости, но зато наши копии там. Кэтрин и Саймон сейчас на ковчеге. Порадуйтесь за них. Вау! Вы спятили? Мы тут умрем, а эти сволочи будут жить себе в космосе. Это не мы. Они не мы. Мне жаль, что вы так думаете, Саймон, а я горжусь тем, что мы сделали. Мы сохранили частичку долгой истории человечества, дали ей жить дальше. Нет, нет, нет. Да в гробу я это видал, и вас тоже, Кэтрин, вы врали, а я вам верил, я слушал вас, вы же сказали, что мы попадем на ковчег. Мы и есть на ковчеге, идиот. Я не врала, я не могу отвечать за вашу тупость. Чтоб вас. Твою мать! Кэтрин? Пожалуйста, не бросайте меня. Кэтрин? Кэтрин? Пипец. Пипец. Вот и все. Наш Саймон просто остался там, а его копия улетела. Ну, это было уже понятно сразу после того, когда мы надели энергокостюм, потому что тот Саймон, которого мы отключили, это мы с самого начала. И это ходила уже наша копия, а наш оригинал уже умер давным-давно, уже в Торонто. Как вам игра? Посмотрим, что будет у нас после титров. Может быть, что-нибудь будет. Мне эта игра очень понравилась, и она навсегда теперь в моем сердце. Я никогда не испытывала столько эмоций, никогда ни в одной игре. Чтобы и смеяться, и плакать, и бояться. Ну, бояться, конечно же, везде испытывала, просто вот такие смешанные одновременные эмоции. Незабываемые чувства. После титров, сцены после титров. Вау. Ого, это сработало? Да, Саймон, но... Фонарика, конечно же, у нас нет, потому что мы человек. Да. Это все не настоящее. Это все иллюзия. Вот теперь-то можно и сказать, что мы живем в матрице. Безопасная, умеренная жизнь. Конечно, на размножение человечества, наверное, не получится, потому что памяти не хватит.
О, здрасте. Классификационный опрос. Здравствуйте. Если вы читаете это сообщение, вы приняты в проект «Ковчег». Цель данного опроса — помочь разработчикам лучше понять ваше субъективное восприятие и получить возможность сделать ваше участие в проекте лучше. Просим вас перейти непосредственно к опросу. Как вы бы описали свое физическое состояние? Я чувствую отстранение, так как временно занимаю чужое тело. Чувствую себя неестественно, не настоящим человеком. Как бы вы описали свое психическое состояние? Я чувствую сдвиг, будто мой разум отделился от тела. Чувствую в себе изменения, мой характер стал другим. Я чувствую утрату, я больше не существую. Как бы вы описали свои ощущения? Мне кажется, мое восприятие окружающего мира обострилось. Я чувствую онемение, мои чувства притупились. У меня исчезло одно из ощущений или даже больше. Как бы вы описали свои отношения к своему новому состоянию? Оно мне не нравится, что-то в нем не так. Я не могу успокоиться, мне все кажется искусственным. Я в депрессии не могу отделаться от чувства, что все кругом не настоящее. Беспокоит ли вас тот факт, что вы больше не являетесь человеком в строгом смысле слова? Да, я тяжело переживаю утрату своей прошлой жизни. Как вы воспринимаете свое новое существование? Как нечто совершенно иное, никак не связанное с моей предыдущей личностью. Как вы думаете, будет ли эта новая жизнь полноценной и достойной, чтобы ее прожить? Нет, она слишком нереальна и не похожа на все, что я знаю. И верно ли, что вы бы скорее предпочли выйти из проекта и принять смерть? Возможно, мне надо об этом подумать. Ваши ответы сохранены. Благодарим вас за участие. Команда проекта «Ковчег». И сейчас такое все бум, и все изменяется, и меня просто убивают. И долго мы будем, интересно, идти куда-то в неизвестность. Этот мир... Этот мир всего лишь какая-то флешка с памятью. Catherine? Кэтрин? Catherine! Кэтрин? I can't believe Глазам we не верю, у actually нас made it. получилось. Well, we did. Получилось? I'm so relieved. Прямо гора с плеч. It's okay, Все son. хорошо, Саймон. Everything's Теперь alright. все хорошо. Мы всего лишь какая-то кучка мегабайтов, а не живой организм, живое тело. Вот и все, ребята. Мы проделали этот долгий путь с вами. Спасибо, что смотрели. А вот и появилось лицо Кэтрин. И
И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И увидимся уже в следующем прохождении новой игры. Все. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.